О самых заметных событиях вторника, 1 ноября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. В России завершена частичная мобилизация. Расскажем, как работает одна из мер поддержки семей мобилизованных – освобождение от платы за детский сад. Маршруты для путешествий, инвестиций и возможности для саморазвития. В Москве запустили Дальневосточный экспресс. Проблему обманутых дольщиков решают в Якутии. Благодаря Фонду развития территории участники долевого строительства получают компенсации. Ну а сколько и так, и несданных домов планируют достроить? Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники службы судебных приставов. Наш корреспондент узнала, как выглядит рабочий день сотрудника службы. Приоритет 2030 – Дальний Восток. Арктический институт культуры и искусств планирует повысить качество жизни в арктических регионах России. И на это получит более 70 миллионов рублей. В России завершена частичная мобилизация. При этом Владимир Путин посоветуется с юристами необходимости отдельного указа об этом. Глава государства подчеркнул, сама частичная мобилизация завершена. Он пояснил, что мобилизация была объявлена указом, потому что по-другому, по закону невозможно. По словам Владимира Путина, Минобороны первоначально называла меньшую цифру по призывникам. Но потом, в конце концов, пришли к выводу, что необходима мобилизация 300 тысяч человек. Между тем, доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки, сообщили в Кабмине. Речь идет, например, о пособии женщинам, ставшим на учет на ранних сроках беременности, ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, выплатах в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Такое решение позволит сохранить предоставляемые меры соцподдержки нуждающимся семьям на прежнем уровне, говорится в сообщении. Тем временем осенний призыв начался в России на месяц позже обычного, а как оказалось, из-за загруженности военкоматов в связи с частичной мобилизацией. С 1 ноября до конца декабря войска пополнят 120 тысяч призывников. Вместе с тем, увольнение призванных в прошлом году и отслуживших установленные сроки началось, как и всегда, с 1 октября. Чаще всего призывники во время прохождения срочной службы направляются в регионы рядом с местом призыва. Как сообщил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, большая часть призывников будет направлена в части Восточного военного округа. Для Республики Саха-Якутия все граждане, за исключением порядка 50 человек, будут служить на территории нашего Дальневосточного федерального округа. Хочу заверить всех наших граждан, что воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции военнослужащие по призыву направляться не будут. Они пройдут военную службу в местах постоянной дислокации соединения воинских частей нашего Восточного военного округа. Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истек, то их увольнение началось уже в октябре, с 1 октября и в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Для Республики Саха-Якутия в 14 улусах нашей республики осенний призыв проводиться не будет. Это обусловлено прежде всего физико-географическими и климатическими условиями нашего региона. 5 мер поддержки для семей мобилизованных доступны в системе образования. Одна из них – освобождение от родительской платы за детский сад. Отметим, что данная мера поддержки действует не только в муниципальных дошкольных учреждениях, но и в частных, продолжит Галина Чекурова. В системе образования для семей мобилизованных проводится 5 мер поддержки, 3 по линии общего образования. Одной из которых является освобождение от родительской платы за присмотром и уходом за детьми в детских садах. Семьи военнослужащих подают комплексное заявление через портал Е-услуги или через МФЦ. Эти сведения доходят до муниципальных органов управления образования, до детских садов. И в течение одного рабочего дня муниципальный орган управления образования или детский сад должен издать приказ об освобождении родителя от оплаты за детский сад. Мера по освобождению родплаты муниципальные садики выполняют 100%. Подключились наши частные детские сады. Они тоже освобождают воспитанников своих детских садов от родительской платы, и государство все их расходы возмещает. Муниципальный детский сад столицы «Северные звездочки» также поддерживает родителей своих воспитанников. По словам заведующей Нины Горбуновой, в такое тяжелое время все должны сплотиться и помогать друг другу.
Ну, по правилам родители должны заявить о себе в МФЦ. Мы связывались, звонили в МФЦ, нам дали такую справку, что обрабатываются документы в течение 13 дней. Но 13 дней это много, поэтому мы сами здесь приняли такое решение в детском саду, что по справке или даже по заявлению родителя мы не взимаем плату за детский сад, за питание. Также есть изменения в положении о взимании родительской платы и предоставлении льгот. Поэтому на основании этих документов мы тоже имеем право не взимать родительскую плату за детей в детском саду. Одной из нуждающихся в поддержке стала Светлана Целикова, муж которой был мобилизован. По словам Светланы, отсутствие мужчины в семье чувствуется, и оказание таких мер поддержки очень сильно помогает ее семье. Я подала документы в МФЦ, но пока документы рассматриваются, заведующая детского сада пошла нам на встречу, и пока рассматриваются документы, приняла такое решение с родителей мобилизованных семей не взимать плату за детей. Такие меры очень нужны семьям. Это все-таки очень хорошо чувствовать заботу и поддержку от государства. В республике активно продолжается работа для помощи семьям мобилизованных. По словам специалистов, работы выполняются в полной мере. А в случае каких-либо проблем все они решаются оперативно. Галина Чекурова, Артем Алексеев, Якутск. Россия воюет, чтобы защитить рубежи нашей Родины, за справедливость, против нацизма и фашизма. Об этом заявил руководитель Общероссийского народного фронта в Якутии Валерий Лютый. Также он призвал горожан поддержать наших военнослужащих и внести свой вклад в акцию «Все для победы». Сейчас проводится акция «Все для победы» с региональным QR-кодом, который деньги, вами отправленные, будут оставаться в республике для помощи, закупки вещей необходимых. Есть много-много необходимых маленьких вещей, которые нужны нашим мобилизованным добровольцам и нашим контрактникам. Если вы увидите такой QR-код, такой плакат или баннер, вы можете перечислить 100-200 рублей. Это будет немало. Это будет в целом, если мы каждый что-то сделаем, это будет один из шаг победы. Идем далее. Маршруты для путешествий, инвестиций и возможностей для саморазвития. В Москве запустили Дальневосточный экспресс – брендированный поезд в столичной подземке. Каждый его вагон посвящен регионам самого большого федерального округа страны. И не только. Акция проходит уже в 5-й раз. Какие сюрпризы подготовили организаторы в этом году, узнаем у Максима Кардозу. Максим, приветствую и передаю тебе слово. Приветствую, Сергей. Да, действительно, Дальневосточный экспресс сегодня отправился бороздить подземелья московского метрополитена уже в 5-й раз. Это уже стало большой, хорошей осенней традицией. И всего в этом составе 10 вагонов. Все они украшены фотографиями, рисунками, информацией, конечно же, о регионах самого большого федерального округа в нашей стране. Главная задача, которая ставится перед организаторами, это, конечно же, рассказать о Дальнем Востоке москвичам, гостям столицы, сделать Дальний Восток чуточку поближе, чтобы люди узнали о культуре, традициях, кухне, конечно же, тех регионов, которые находятся за тысячи и тысячи километров отсюда. Но давайте послушаем еще, что говорят о главных задачах. Главные спикеры сегодняшнего дня – это полпред Дальневосточного округа и, конечно же, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы хотим дать возможность москвичам прикоснуться к огромной, прекрасной и во многом неизведанной земле Дальнего Востока. Это не единственный мостик, которым бы мы хотели связать столицу нашей Родины и Дальний Восток. У нас 1 гектар работает на всю территорию России, и уже около 2000 человек из Москвы получили 1 гектар на Дальнем Востоке. У этого состава 2 головных вагона, и это не случайно. Один описывает те уникальные новые условия для жизни, новые проекты, как дальневосточная ипотека, дальневосточный гектар, университеты, возможности для образования, для туризма, которые предоставляет социальная сфера Дальнего Востока. И второй головной вагон – это возможности для инвесторов. Новая экономика, которая создается год от года, а между прошлым и этим годом уже почти 700 миллиардов рублей дополнительных инвестиций вошло в Дальний Восток.
Дальнему Востоку действительно есть чем удивить, чем покорить, так сказать, население нашей страны, конечно же. И я хочу сказать, что все представлены, конечно же, регионы в этом Дальневосточном экспрессе. Якутия соседствует в одном поезде с Чукоткой. Так что же можно узнать там про нашу республику? Конечно же, здесь представлены все главные визитные карточки Якутии. Это Еленские столбы, Булус, полюс холода, Аймикон. Также по QR-коду можно навести телефон и посмотреть видео о летнем и зимнем туризме в Якутии. В общем, масса всего интересного. Можно ехать, читать и познавать, и узнавать что-то новое, конечно же, для себя. Вот мы пообщались с первыми пассажирами Дальневосточного этого экспресса и задали им один вопрос. Что вы знаете о Якутии и о Дальнем Востоке в целом? Давайте послушаем, что они ответили. Ну, я знаю, что там есть красная икра, красная рыба, белые медведи, северные олени. Красивые места. Отличная идея. В смысле, почему? Ну вот здесь написано везде. Можно почитать про Якутию. Это наш богатый край, который богат лесами, полезными ископаемыми. И освоению Дальнего Востока Россией еще нам нужно приложить очень много усилий. Развивать железнодорожные пути, автомобильные дороги, строить города, осваивать. Дальневосточный экспресс курсирует по Арбатско-Покровской синей ветке московского метрополитена. Будете в столице, обязательно прокатитесь. И курсировать он будет в течение полугода. И за этот период планируется, что на нем проедутся больше 2 миллионов человек. Сергей? Максим, спасибо. Ну, если будем в столице, обязательно прокатимся. Я напомню, о запуске Дальневосточного экспресса нам рассказал наш московский СОПКОР Максим Кардозу. А мы идем далее. Проблему обманутых дольщиков решают в Якутии. Благодаря Фонду развития территории более 440 участников долевого строительства получили в этом году денежные средства за свои так и не сданные квартиры. Еще порядка 250 дольщиков в Якутске и Чурапче в ближайшее время получат ключи от долгожданных квартир. Подробнее в материале Александра Хавренко. Больше 10 лет дольщики, вложившие деньги в строительство домов в микрорайоне Ильинка, ждали свои квартиры. Компания-застройщик признана банкротом, и люди уже отчаялись вернуть свои деньги или получить квартиры. Но летом стройка вновь заработала. И еще до наступления Нового года дольщики получат ключи от своих квартир. Достраиваем объект. В настоящий момент сделаны внутренние работы, основные все, кладка сделана, перекрытие. Сейчас у нас работа идет штукатурка закончена. Работа идет по фасаду, по утеплению фасадной части, покраска. И, по кровле работы проводятся. Сейчас планируем уже начать работы по входной группе в настоящий момент. Другой долгострой – многоэтажный дом на улице Автодорожная. Застройщик успел лишь обустроить свайное поле, после чего обанкротился, и дольщики остались без денег и жилья. Но уже через год на месте, где долгое время стояли лишь сваи, вырастет 16-этажный дом. Данный объект мы получили в открытом квалификационном отборе. 23 августа этого года заключили контракт с Фондом прав защиты дольщиков и начали стройку. В данный момент строительство идет по графику, стройка обеспечена всеми строительными материалами, оборудованием. В данный момент идет монолитные работы, бетонные, возведение монолитного каркаса объекта, и в следующей неделе должны начать кладочные работы. И дома в микрорайоне Ильинка, и дом на Автодорожной стало возможно достроить благодаря включению их в программу Федерального фонда развития территорий, который обеспечивает защиту прав и помощь обманутым дольщикам. Всего в республике под эту программу попало 10 домов. По 6 принято решение выплатить дольщикам денежные средства в размере более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. По 4 принято решение закончить стройку. Всего на реализацию программы в Якутии изложено более 2,5 миллиардов рублей. Причем из бюджета республики софинансирование лишь 8%. Остальные 92% – это деньги публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Данная программа была у нас начата в 2019 году. Можно сказать, что республика одной из первых из всех субъектов Российской Федерации включилась в данную программу. И на сегодняшний день мы 10 объектов включили в данную программу. И на сегодняшний день по всем объектам приняты решения
Объекты у нас должны быть достроены до конца 2023 года. Данный объект у нас будет введен в декабре следующего года, и дочки получат квартиры. Подобные долгострои – это наследие того времени, когда законодательство в отношении долевого строительства было несовершенным. Завершением строительства этих домов в Якутии не останется обманущих дольщиков и долгостроев. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники службы судебных приставов. Это люди, обеспечивающие порядок деятельности судов, а также исполнение всех судебных актов. О работе судебного пристава изнутри узнала Светлана Амосова. Здравствуйте. Проверка и осмотр каждого посетителя перед входом в здание – это обязательная мера безопасности. Так, мы, судебные приставы, на первом посту заступаем в количестве 3 человек. Первый судебный пристав проверяет человека по базе данных и спрашивает цель визита. Второй судебный пристав осматривает сумки и находящиеся при них вещи данного посетителя и проводит через металлорамку. Иван Смирников работает на этой должности 2 года. По образованию он эколог, но всегда мечтал служить в правоохранительных органах. Мое первое образование эколог, природопользователь. Сейчас обучаюсь в магистратуре по направлению юриспруденция. Для работы в суде образование юриста наиболее важен, так как мы имеем дело с административным кодексом, уголовным кодексом и так далее. Помимо этого, сотрудники судебных приставов должны иметь ряд важных и очень нужных качеств. Отличная физическая подготовка нужна, бдительность, тактичность, вежливость. В свой профессиональный праздник все сотрудники Федеральной службы судебных приставов России получают поздравления от представителей власти, руководства и друзей. Обычно, конечно, сегодня рабочий день, да? Все мы должны обеспечивать безопасность, выполнять свою работу. С раннего утра у нас очень рано проходит инструктаж в нашем подразделении. Традиционно к этому дню приурочено проведение торжественных мероприятий, в рамках которых вновь принятые сотрудники принимают присягу на верность закону, а отличившиеся работники награждаются ведомственными наградами. Светлана Амосова, Челус Иннокентьев, Якутск. Арктический институт культуры и искусств планирует повысить качество жизни в арктических регионах России благодаря развитию творческой самореализации. Это станет возможным благодаря вхождению института в федеральную программу «Приоритет-2030. Дальний Восток». Уже в этом году вуз получит господдержку примерно 72 миллиона рублей. Подробнее о программе узнавала Марферина Алексеева. Программа «Приоритет-2030. Дальний Восток» нацелена на привлечение талантов в регион. Не секрет, что многие абитуриенты Дальнего Востока стремятся поступить в вузы Центральной России. В силу специфики регионов и жестких условий развитие арктических регионов идет очень медленно. А в развитии территории ключевую роль играет качество образования. Создание таких ярких точек жизни, как творчество, наука и молодежная энергия, в которых Дальний Восток крайне нуждается, даст новый статус. Проект должен стать мощным мотором развития дальневосточных вузов. Создадим очень серьезную, хорошую, мощную кампусную среду для того, чтобы нашим студентам было комфортно и весело жить, и в то же время получать профессиональные навыки для того, чтобы работать, остаться, жить на нашей прекрасной, замечательной Якутии. Задача института – стать центром креативных индустрий, дать условия для материализации новых оригинальных идей, которые в итоге приведут к экономическому росту. Каждый выпускник института должен воплотить свой продукт успеха, который нацелен на обеспечение экономической безопасности страны. Мы можем раскрывать потенциал наших студентов намного шире и ярче. Это и новые студии видеонаблюдения, новые студии видеообработки, новые лаборатории открываются, планируется открыться. Поэтому мы очень надеемся, что у нас все получится. Студенты будут востребованы. Уже в этом месяце в Якутске откроется первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Арктический институт – один из резидентов квартала. Свои современные проекты на базе кластера будут реализовывать художники, дизайнеры, косторезы и ювелиры.
Будут запущены такие программы, как мультимедиа-дизайн. Это будут программы, которые связаны с гейм-дизайном. То есть мы продолжаем те же наши направления, но с учетом тех задач, которые стоят перед креативными индустриями. Креативность – это найти решение, выход из любой ситуации. Вот что такое креативность. Ежегодно до 2030 года в рамках программы «Приоритет-2030» институту будет выделена грантовая поддержка. В этом году это 72 миллиона рублей, в следующем – 180. Главная задача – создать цифровую образовательную сеть Дальнего Востока, где преподавателями станут эксперты с разных регионов и стран. А к 2030 году эта сеть должна стать метавселенной Арктического государственного университета культуры и искусств и креативных индустрий. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Домашнее мыловарение сегодня приобретает все большую популярность. Неудивительно, что это интересное занятие быстро затягивает и превращается в хобби. А мыло ручной работы – экологически чистый продукт, уникальный по форме и по содержанию. Линчанка Людмила знает, как сделать обычный предмет повседневной гигиены произведением искусства. Подробности у Светланы Болеевой. Первую продукцию, произведенную Людмилой, это несколько десятков кусков мыла, приобрели друзья. Затем девушка дала рекламу в социальной сети, с этого и начались ее стабильные продажи. Они и убедили начинающую предпринимательницу в расширении своего бизнеса. Она арендовала небольшое помещение в бизнес-инкубаторе и сразу же получила большой заказ. Получила свой первый заказ от «Газпрома», изготавливала им символ года «Тигрят». 420 штук изготовила, мне очень понравилось, вдохновилась. Ну и вот как бы начала работать. Большие заказы идут на букеты, 8 марта, дни рождения. На ярмарках участвую. Плодами творчества нашей мастерицы можно только восторгаться. Витрины в ее павильоне заполнены мыльными зверюшками, цветами, пирожными и фруктами. Мастерица готова выполнить любые пожелания заказчиков. Они всегда сами выбирают и форму, и аромат, и цвет будущего мыла, и всевозможные добавки. Такая же возможность предоставилась и ученикам 3-й городской школы, которые в день нашей съемки пришли на мастер-класс Людмилы. Я выбрал фигурку собаки. Я очень люблю кофе, так что я выбрал кофе, запах и кокос. А цвета взял фиолетовый, потому что это мой какой-то любимый темный ночной цвет. Но очень интересно, то что все смешивать, сбрызгивать, это очень интересно. А мне нравятся все вот эти опыты. Также Людмила набрала группу ребят, которые приходят по 3 раза в неделю на несложные, но очень интересные занятия. Сегодня девушка работает над большой партией мыла, которую она предоставит на благотворительную ярмарку в поддержку мобилизованным. Впереди и Новый год. Людмила потихоньку готовится и к этому празднику. Рассказывает, что и мыло будет ему соответствовать. Сейчас идет большой заказ у меня, формы снеговик, снегурочка, Дед Мороз, апельсины, ну все, что вот в духе Нового года, все это к нам придет, все потом я пущу в продажу. Уже через месяц эту красоту смогут приобрести все желающие линчане. Нельзя не сказать, что цена на изделия Людмилы не отличается от магазина, поэтому спрос на продукцию нашей мастерицы постоянно растет. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Далее смотрите рубрику «Между тем», но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Вы смотрите программу «Между тем». Я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. 29 октября Российская Федерация остановила участие в реализации зерновой сделки. Об этом сообщили Минобороны страны, указав в качестве причины атаку украинских беспилотников на корабли Черноморского флота, совершенную при участии специалистов из Великобритании в этот же день. Подписание сделки состоялось 22 июля во дворце Долмабахче. Соглашение, которое предусматривало создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из 3 портов – Одессы, Черноморска и Южного, Москва и Киев заключили отдельно. Каждая сторона подписали документ с Турцией и ООН. Срок действия соглашения составлял 120 дней, но при этом допускалась возможность ее продления. Кроме того, Российская Федерация и ООН заключили в Стамбуле меморандум о содействии продвижения российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия этих договоренностей составлял 3 года. Но, похоже, с этим Россию ввели в заблуждение. Выполнение этих условий сделки не наблюдалось.
Позже с заявлениями выступил МИД Российской Федерации. В дипломатическом ведомстве объяснили, что в связи с действиями украинских вооруженных сил российская сторона более не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в Черноморской инициативе, и поэтому приостанавливает ее реализацию на неопределенный срок. Соответствующие указания переданы представителям России в совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия. Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал исключить Россию из G20. По его мнению, решение о приостановке участия в зерновой сделке может усугубить ситуацию с голодом на нескольких континентах, и поэтому Российской Федерации не место в двадцатке. Тем не менее, как раз украинская сторона делает все, чтобы страшными методами напоминать о себе, заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе, написала она в своем телеграм. Также дипломат подчеркнула, что Москва намерена привлечь внимание мирового сообщества к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях. Где? В ООН, разумеется.